Здравствуйте, это вечерние новости в прямом эфире в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня в выпуске. В ожидании открытия автозимников, когда разрешат проезд по переправе Хатасы-Павловск через Лену и на других переправах. Бюджет республики. В Элтумене стали известны предварительные итоги работы согласительных комиссий по проекту закона о главном финансовом документе Якутии. Кормящая мать с ребенком. В Якутске у перинатального центра Республиканской клинической больницы появилась новая скульптура. В Якутии открыто более 1500 километров зимних автомобильных дорог регионального значения. Участки зимников работают с различными ограничениями по общей массе транспорта. В третьей декаде декабря ожидается открытие автодорог Арктика и Яна на всем протяжении. Вместе с тем продолжают готовить ледовые дороги. Так, в первых числах декабря планируют открыть ледовую переправу для транспорта до 4 тонн через реку Вилюй у села Верхневилюйский Кюндядя, также Устье и Крестях. Открытие переправы Хатасы-Павловск через Лену грузоподъемностью до 3 тонн запланировано на 10 декабря. На сегодняшний день по мониторингу наблюдается намораживание льда, толщина со стороны города Якутска 20 сантиметров, со стороны Нижнего Бестяха 15 сантиметров. При допустимой толщине льда для безопасного переправы 30 сантиметров. Также на съездах и на въездах на лед на сегодняшний день установлены запрещающие знаки, шлагбаумы. В будущем при открытии будут установлены пункты весового контроля, шлагбаумы, знаки по проезду по переправе. Тем временем сотрудники ГИМС, ГИБДД и члены административной комиссии проводят профилактические патрулирования по направлению Амга-Усть-Мая. В данное время толщина льда там составляет 26-28 сантиметров, так как в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, лед весьма непрочен. Профилактические работы и беседы с водителями и рейды проводят в Амгинском районе сейчас в усиленном режиме. Проводят вот эти акции, и работники ГИМС, ГИБДД как бы контролируют места переправ через водные объекты, чтобы не было несанкционированных выездов на лед. Проводятся профилактические беседы с населением, с рыбаками, с детьми в дошкольных и образовательных учреждениях по безопасному поведению на водных объектах. На строительство важнейшего для Якутии газопровода Кысылсыр выделят 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Государственная дума одобрила предложение республики. Документ отправят на рассмотрение в Совет Федерации. Завершение строительства участка третьей нитки протяженностью 84 километра обеспечит бесперебойным газом население и предприятия центральных и заречных районов республики. Кроме того, в перспективе это позволит огромному количеству людей подключить свои дома к газу, а значит, жизнь тысячи якутян станет еще комфортнее, сказал министр промышленности Максим Терещенко. В Мигино-Кангаласском районе в селе Хоробут завершили строительство 2 котельных. К ним подключили 7 жилых домов, 1 социальный объект, это школа на 220 мест, и здание пожарного депо. В рамках второго этапа в 2022 году запланирована установка 1 котла, подключение 25 частных домов и 18-квартирный жилой дом, а также монтаж тепловых сетей. Что окрыляет на дальнейшие действия, это желание самих жителей подключиться к центральному отоплению. И сегодня есть конкретные планы подключения конкретных улиц данного поселка. И в целом надо сказать, то, что работа ведется достаточно прозрачно при защите тарифа при формировании самих расходов теплосетей. Жители полностью владеют информацией и знают, на что идут. Поэтому большая перспектива охватить данный поселок весь центральным теплоснабжением. К другим темам стали известны предварительные итоги работы согласительных комиссий по проекту закона о государственном бюджете на 2022 плановый период до 2024 года.
Таким образом, общие доходы республики могут составить порядка 263 миллиардов рублей, а расходы около 266 миллиардов. Тем временем более 10 миллиардов рублей будет выделено по программе развития сельского хозяйства. При этом, как заявил председатель Госсобрания Илтумен Алексей Еремеев, все поправки, которые были внесены народными депутатами на сумму 651 миллион рублей, удовлетворены и приняты правительством по поручению главы Якутии Айсеном Николаевым. Более того, принято волевое решение главой республики о том, чтобы по данной программе добавить еще более миллиарда рублей дополнительных средств, которые будут направлены на инвестиционную составляющую данной программы. Это что? Это строительство соялыков, коровников, овощехранилищ, зернохранилищ и других объектов инфраструктуры, необходимых для сельскохозяйственного производства. В итоге мы получаем сумму где-то порядка 12,5 миллиардов рублей из республиканского бюджета. Также комиссия рассмотрела еще один вопрос закона о бюджете – это повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, которые попали в перечень категории бюджетных служащих, заработная плата которым повышается по указу президента России. Таким сотрудникам по предложению народных депутатов в 2022 году повысят зарплату на 6%. После долгих консультаций и обсуждений на согласительной комиссии принято совместное решение о том, что поэтапное повышение оно состоится в 2022 году, и прочие категории бюджетной сферы работники будут получать заработную плату 6% повышения. Ну а в Якутской городской думе депутаты рассмотрели также ряд вопросов, подробнее Надежда Саханская. Решение принято. Приступаем к вопросу номер 6. Более 30 рассмотренных вопросов, а также внесение изменений в нормативно-правовые акты, которые касаются различных сфер жизни жителей столицы республики. Основные вопросы – это, конечно же, изменения в правила землепользования застройки в городе Якутске. Также мы внесли изменения в прогнозный план приватизации, внесли изменения в нормативно-правовой акт о благоустройстве в городе Якутске. Также мы рассмотрели ряд вопросов, связанных с контрольно-счетной палатой в связи с изменением в федеральном законодательстве. Утвердили их штатную численность. Также мы сегодня рассмотрели вопросы муниципального контроля, ну и наградные вопросы, которые связаны с нашими гражданами, которые активно себя проявили в уходящем году. На сессии также рассмотрели в первом чтении основной финансовый документ Якутска на будущий год. По доходам, у нас бюджет города составил 9 миллиардов 90 миллионов рублей, по расходам 9 миллиардов 350 миллионов рублей, дефицит, соответственно, где-то там в районе 300 миллионов рублей. Внесения в изменения в устав города будут рассмотрены на следующей 35-й сессии, которая состоится уже в декабре этого года. Надежда Саханская, Григорий Николаев, Якутск. Районные больницы получили ключи от новых машин скорой медпомощи. 18 автомобилей УАЗ класса «Б» оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами параметров состояния здоровья пациента и другим оборудованием. В течение декабря машины доставят в 16 районных больниц городов и поселков Якутии. Всего в этом году для медучреждений Якутии приобрели 72 автомобиля скорой помощи. В этом году нас реновация коснулась очень хорошо, качественно, скажем так, потому что мы еще осенью получили 2 санитарные машины, которые у нас будут обслуживать вызова и перевозку пациентов и больных. Это особенно актуально, когда есть перевозки ковидных больных, есть перевозки тяжелых больных, есть перевозки лежачих больных. В этот раз мы получаем уже специализированную машину скорой медицинской помощи класса «Б», которая оборудована полностью. И это, соответственно, будет сказываться уже на оказании медицинской помощи, особенно экстренной помощи. За минувшие сутки выявлено 262 случая коронавирусной инфекции, из них в Якутске 117, в Мирнинском районе 20, в Алданском 18, в Нернгринском 16, в Ленском 12, в Хангаласском 10, еще в 19 районах от 1 до 9 случаев заболевания за сутки.
Сказочному новогоднему персонажу, властелину холода Чесхану, поставили первый компонент вакцины «Спутник Ви». Вакцинация прошла накануне старта фестиваля «Зима начинается с Якутии», который стартует 26 ноября. В этом году он пройдет в юбилейный 10-й раз в офлайн и онлайн форматах. По традиции состоится конкурс зимней этнической одежды народов Якутии «Тепло якутской зимы», выставка народных промыслов «Серебряная чешуя», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс ледовых и снежных скульптур и многое другое. 1 декабря состоится онлайн-трансляция торжественной церемонии зажжения новогодней елки главы. Скульптуру «Кормящая мать с ребенком» открыли в Якутске у перинатального центра в столице. Мемориал, который создан для пропаганды здоровья и естественного вскармливания. Приурочили события ко Всероссийскому дню матери, который отметят 28 ноября. Кроме того, в Якутии идет юбилейная 10-я неделя поддержки и поощрения грудного вскармливания. Прообразом скульптуры стала заслуженный врач Александра Кычкина. Мы сами знаем, когда грудное вскармливание ребенок сразу со дня рождения питается, ребенок будет здоровым, и иммунитет у него очень высокий бывает. Наша больница в 2012 году получила международное название «Больница доброжелателен детям». Это Всемирная организация здравоохранения. Приезжали к нам экспертизой, когда еще был родильный дом. Каждые 5 лет мы подтверждаем. Поэтому впервые это наша больница, наш роддом получил такое международное название. Сегодня республика отмечает День Олонхо. Именно в этот день, в 2005 году, ЮНЕСКО признал якутский народный эпос «Олонхо» шедевром устного нематериального наследия человечества. В честь древнейшего эпического искусства якутов по всей Якутии пройдут фестивали, конференции, выставки, концерты и представления. Путь, который мы начали, наверное, не сегодня и не 16 лет назад, более давно, издревле, там, скажем, начиная от изучения, которое первого Уваровского изучали Олонхо, произведение как, ну и великого нашего Платона Алексеевича Аюнского, когда был издан первый на письменный памятник Олонхо, Юргун Батыр Стремительный. Бежим вперед, потому что крепко стоим на этом фундаменте. И вершиной 22-го юбилейного года, я надеюсь, будет постановка 57-го года Марка Жиркова и либретто Сорона Молдона нашего Олонхо Юргун Батыр Стремительный на сцене Большого академического театра Российской Федерации. Итоги дня сегодня подведем на канале Якутия-24 в большом выпуске в 20 часов ровно. Оставайтесь с нами.